Настоящие умники и умницы, по-другому их никак не назовешь. Они отличились своими знаниями и преодолели несколько испытаний, прежде чем сегодня оказаться здесь. В региональном этапе участвуют только те, кто с успехом прошел школьный и муниципальный. Поддержать участников приехала министр образования и науки республики Эсет Бокова. Получается? На какую часть ответили? Получается и у Амины Костоевой. Девочка сейчас в 11 классе. Историю любит с 5-го. Поэтому пропустить последнюю для нее школьную олимпиаду не могла. С заданиями справляется успешно. Тем более в этом году они намного оригинальнее. Очень интересные задания. Есть задания, связанные с Великой Отечественной. Даже есть задания, связанные с поздравительной речью на Новый год. Но мне показалось интересно. Посмотрим, что будет дальше. Всероссийская олимпиада школьников стартовала 10 января. Муниципальный этап прошел еще в декабре. Он позволил выбрать лучших школьников от каждого района. Сегодня 126 учащихся 9-11 классов соперничали в знании точных исторически значимых дат и терминов. Это второй тур сегодня проходит. Вчера проходил первый тур, это эссе. Сегодня тестовые задания. Вот. Наблюдала увлеченность наших учащихся. Это практически, как правило, дети, которые уже выбрали вторым предметом для сдачи единого госэкзамена предмет истории. Это будет такая хорошая площадка для подготовки и для проверки знаний своих, для выявления дефицита. 10 заданий, на выполнение которых дается 3 часа. Этого вполне достаточно для подготовленного школьника, считает Абдулмалик Ивлоев. Интеллектуальным баталиям парень готовился с сентября. Он один из тех, кто успешно прошел вчерашний первый этап. Мы писали сочинения, там эссе на разные темы. Мы выбирали тему какую-нибудь, аргументируя ее, приводя различные факты современников, различных авторов, исторические события, даты. И вот таким образом писали эссе. А какой этап тебе больше всего понравился? Но мне больше нравится второй этап, где надо выполнять тестовую часть. Площадка действительно хорошая, чтобы обеспечить право участников Олимпиады на объективную проверку выполненных работ и соответствующую оценку в рамках проведения регионального этапа Всероссийской Олимпиады. Создана специальная комиссия. Все должно проходить прозрачно и справедливо. Ручки, бланки ответов, паспортную и, конечно же, олимпиадные задания. Вот все, что лежит у школьников на парте. В принципе, им больше ничего и не нужно. К региональному этапу они готовились основательно. В числе будущих историков и Магомед Хамхоев. На олимпиадах он далеко не новичок. Задания щелкает, как орешки. Для него это своего рода тренировка перед предстоящими экзаменами. Телефон шпагак цахамеш холц. Сукратыште, дик ападгатырся дей, дик одещи цахамеш холц, дик хайдах толбуш. Завершится региональный этап в феврале. Сейчас у старшеклассников впереди тестирование по биологии, которое тоже рассчитано на 2 дня. Лучшие в своих дисциплинах смогут представить свою школу уже на главном заключительном этапе. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Магаз 24.